Рост рождаемости в странах Центральной Азии. Хак Ваботиль. Население Таджикистана политизируется. Экспорт растет. В Таджикистане ввели лимиты на электроэнергию для населения. В Узбекистане наблюдается стремительный прирост населения. Так, по данным Госкомстата, за 2020 год численность населения страны увеличилась на 653,7 тысяч человек и на 1 января 2021 года составила 34,5 миллиона человек. Также сообщается, что население страны в 2020 году ежедневно увеличивалось в среднем на 1,8 тысяч человек. Аналогичный прирост населения наблюдается в целом по региону. В том, что при заполнении вопросников переписи населения и жилищного фонда вся информация автоматически поступает в центральный сервер Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан. Так, например, в Таджикистане за 2020 год прирост населения составлял 820 человек в день, а смертность составляла 151 человек в день. На сегодняшний день, согласно актуальным статистическим данным, численность населения Таджикистана достигла 9,5 миллиона человек. Следует отметить, что одновременно с этим многие страны мира сегодня столкнулись с демографическим кризисом по причине падения рождаемости. И в числе этих стран Россия, Украина и страны ЕС. Эксперты связывают стремительный демографический рост в мусульманских странах Центральной Азии с сохранением религиозной идентичности населения региона. Ведь ни для кого не секрет, что ислам подталкивает людей к заключению брака и рождению детей. В таджикском сегменте интернета в последние месяцы набирают популярность прямые эфиры «Хак Ваботиль. Истина и ложь». Ведущим передачи является один из лидеров группы 24 Хусейн Ашуров. Особенностью этих эфиров является то, что к ним может присоединиться любой желающий, чтобы высказаться о сегодняшних проблемах населения Таджикистана. Одним из главных условий для участников является публичность, то есть чтобы выступающий принимал участие с открытым лицом. Примечательно, что с каждым днем число желающих выступить с критикой режима Рахмона и сегодняшней ситуации в Таджикистане растет, несмотря на риск преследований со стороны таджикских силовых структур. Причем участниками оказываются представители различных слоев населения: трудовые мигранты и матери-одиночки, интеллигенция и политэмигранты. Почти в каждом эфире из-за участия, в том числе и сторонников режима Рахмона, разгораются достаточно жаркие дискуссии. Напомним, что в этом месяце в Исфаре и Худжанде власти занимались замазыванием уличных надписей с требованиями отставки Эмомали Рахмона. По мнению наблюдателей, происходящее указывает на быстрые темпы роста политизированности таджикистанцев, что не может не беспокоить режим. Отдельно следует отметить и широкий резонанс вокруг осуждения на 7 лет лишения свободы за благотворительную деятельность 87-летнего Даньора Набиева. В поддержку Даньора Набиева в соцсетях запущен флешмоб. Сотни людей записывают видеообращение с требованием к властям немедленно освободить пожилого человека из-под стражи. В Таджикистане, начиная с 5 января, введены официальные ограничения на потребление населением электричества. В настоящее время, кроме жителей столицы и многоэтажных домов, в больших городах электричество поставляется населению с 6 часов утра до 11 часов ночи. В ночное время суток жители районов и областей остаются без электричества. Напомним, что на рабочем совещании с участием членов правительства, руководителей Сагдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, районов столицы, городов и районов республиканского подчинения, прошедшем 15 декабря, президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал население к экономному использованию электроэнергии. В противном случае он пригрозил введением ограничения на его подачу. До этого население страны, кроме жителей столицы, более месяца, начиная с начала ноября до 10 декабря, страдало
пострадали из-за постоянных перебоев подачи электричества. Электричество подавалось населению с 8 часов утра до 17 часов вечера. Примечательно, что одновременно с этим в последние месяцы ушедшего 2020 года Таджикистан поэтапно увеличил поставки электроэнергии соседним странам почти на 80%, сообщает Азия Плюс со ссылкой на агентство по статистике при президенте республики. Так, в сентябре прошлого года таджикская электроэнергия была поставлена внешним потребителям на сумму более 1,9 миллиона долларов. В октябре около 2 миллионов долларов, в ноябре свыше 2,7 миллиона, а в декабре почти 3,4 миллиона долларов.